этих горах всегда жили сильные люди. В древних сказаниях говорится о богатырском народе нартах, который славился своим мужеством, благородством и жизнелюбием. А еще нарты любили между собой меряться силой и удалью, в честном единоборстве определяли самого сильного. А сильным нужно было быть обязательно, потому что жить в горах всегда было тяжело. Каждый день нужно было бороться с суровой природой и врагами, которые нападали с разных сторон. Эти боевые башни мог построить сильный человек, у которого были только его руки и самые простые приспособления. Я родился в осетинском селении Кобан, где наша фамилия Камуковых пользовалась большим почетом и уважением. Наша родовая башня сотни лет стоит над горной дорогой, и мимо нее незаметно даже мышка не пробежит. Говорят, что в детстве я был таким маленьким и слабым, что мой отец накрывал меня своей папахой. А потом я начал быстро расти, и в возрасте 17 лет был ростом 2 метра и 20 сантиметров. В нашем народе труд всегда был в почете, и нас с детских лет учили трудиться. Я умел делать все, что должен уметь мужчина-горец. Но больше всего я любил косить сено. Таких лугов, как в наших горах, больше нет нигде. Трава такая сладкая, что, наверное, сам бы кушал. У меня было столько силы, что я мог работать как 10 человек. Во время уборки сена я завязывал целый сток веревкой и тащил к дороге. А еще я был очень добрый, не умел сердиться.
и мои вредные односельчане часто надо мной всякие шутки устраивали. Один раз они согнули молодое дерево и над ним сток сена навалили. Я накинул веревку, потянул, а он не с места. Потянул сильнее и порвал веревку. Я тогда разозлился, завязал 2 веревки и дернул со всей силы. Вырвал я дерево с корнем, а мои соседи потом сильно смеялись. Ну что с ними поделаешь, глупые люди. Потом про меня узнали в городе, и к нам в селение начали разные люди приезжать, звали в цирке выступать, бороться. Ну, согласился я. Поехал во Владикавказ. Он был самый красивый, самый лучший город на всем Кавказе. Очень великие люди здесь жили. Отсюда начинали свою славу и Вахтангов, и Булгаков, и Коста Хитагуров. Здесь пел в театре Шаляпин, и выступали многие другие знаменитые артисты. А еще в большом почете был спорт. Больше всего у нас любили борьбу. Посмотреть на борцов приходило очень много людей. Тогда во всей России было сильное развитие спорта, особенно народ любил силачей. Знаменитых богатырей знала вся страна. Борцы почти всегда соревновались в цирках. В первом отделении выступали
разные артисты, а второе отделение полностью отдавали борьбе. Я тоже стал бороться в цирке. В то время говорили «французская борьба». Молодецкая воздух слышится, корабельники ведут. Великие спортсмены выступали. Особенно сильный был Иван Поддубный. Ой, полна коробушка, если сидит и ворчат, пожалей, душа, зазнобушка, молодецкого плеча. Выйди, выйди в рожь высокую, там дорожники подождут. Ну, а завижу черноокую, все товары разложу. Ну, здесь борьбу показывают не настоящую, притворяются. В цирке тоже часто так делали. Я на такое дело никогда не соглашался, боролся честно. Меня стали называть Казбек-гора. Наверное, потому что я был очень высокий, 2 метра 28 сантиметров, а весил 220 килограммов. Конечно, я не был такой высокий и красивый, как настоящий Казбек-гора. Я много ездил по разным городам, но больше всего выступал в Петербурге, в цирке Чинизелли. Здесь был самый известный центр борьбы. Очень сильные были тогда борцы. Некоторые ростом были почти как я, но по силе они мне уступали. Конечно, я не был великим мастером разных там хитрых приемов, ведь никогда я по-настоящему борьбе не учился, но я побеждал их благодаря большой силе, которую дал мне Бог. Вот только с Иваном Поддубным мне никогда не пришлось побороться. Не знаю, победил бы я его, но очень жалко, что не удалось встретиться. На этой фотографии я среди лучших борцов России в 1910 году в городе Киеве. Написано, что
Это непобедимый кавказский борец гора Казбек. Ей-богу, неудобно даже как-то. На арене мы, конечно, были соперниками, а так по жизни мы были одной семьей, братьями. Я много ездил по городам и странам, увидел, как живут люди в других краях, выступал на разных аренах. Так судьба моя повернулась, что я стал знаменитым спортсменом, славу заслужил во всем мире. Но я простой горский парень, Темирболат Кануков, из осетинского селения Кобан, может быть, чувствовал себя не совсем счастливым. Наверное, я не был рожден для шумной жизни. Меня всегда тянуло в мои родные горы, в мое родное село, где люди живут без суеты и зарабатывают хлеб своим трудом. И я ушел из этого чужого мира, к которому не смог до конца привыкнуть, и вернулся в свой отцовский дом. Я снова стал по-настоящему счастливым. В мое время я был как одинокая птица в небе, но я был первым, кто так высоко взлетел. После меня пришли новые поколения богатырей, их стало много, и они поднялись выше меня. Самые сильные в мире богатыри живут на моей родине. Они одержали столько побед, что их невозможно посчитать.
Осетинские спортсмены прославляют не только родную Осетию, не только успешно выступают под флагами многих других стран. Мне бы это не понравилось, но каждое время имеет свои законы. Главное не забывать, что имя человека живет и после его смерти. Когда проиграл? Если он не смог выиграть. Заиграли, а? Ничего, пусть еще раз. Вот мы. Я Була Кануков, Казбек-гора, хотел в своей жизни только одного, чтобы сила и доброта шли вместе, чтобы честь была выше богатства. Если мои потомки всегда будут жить по совести, это будет самый хороший для меня памятник.